Что самое сложное в невесомости? Когда космонавты звонят с МКС домой и как они делают фотографии с Земли, которые затем публикуют на своих страницах в соцсетях. Об этом и не только мы поговорим сегодня с гостем студии, российским космонавтом, героем России Федором Юрчихиным. Федор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько лет назад вы поздравили якутян с МКС, развернув там флаг Якутска. В этот раз вы решили лично поздравить? Ну, в этот раз мне мой друг Иван Ильич Пантазев сказал, говорит, ну, в конце концов, имей совесть, говорит, сверху ты поздравлял, а просто так приехать ты не можешь. Это не мой не первый, далеко не второй, даже не третий визит в Якутию, я в Якутске часто бываю и уже могу сказать, что очень сильно люблю этот город, поэтому для меня это честь приехать сюда именно в день празднования города. Вы выходили в космос в прошлом году. До какого возраста это возможно? И есть ли какие-то ограничения? Или все зависит от состояния здоровья? Да, безусловно, все зависит от твоего желания и состояния здоровья. Ну, вначале, конечно, желание. И если есть такое желание. Вот в 2013 году мы вместе с Павлом Виноградовым, Сашей Мисуркиным и другими членами нашей команды праздновали на борту в длительной экспедиции 60-летие Павла. Представляете, да? А вот Пауло Несполи, с которым мы тренировались долгое время вместе, в прошлом году стартовал. На момент старта в длительную экспедицию ему уже было 60. Поэтому все в ваших руках. А праздничный стол как-то отличается от обычной еды в космосе? Вы знаете, главное же не то, что на столе, а какое отношение душевное. Вот душевное отношение было такое, ну, я не знаю, на Земле лучше нет. Главное, чтобы было хорошее отношение друг к другу и хорошее настроение. Настроение было праздничное, суматошное, всегда торопишься. Павел, там, гостей всего было 5 человек у него, да, экипаж из 6 стоит, поэтому стол не такой богатый был, но зато богатство отношений в этом столе было замечательное. А что самое сложное в невесомости и чем заняты космонавты на МКС? И знаете, родные как относятся к вашей работе? Да, ну, родные относятся к работе всегда настороженно, сами понимаете, работа-то не из самых легких, достаточно сложная, тяжелая, тем более далеко, и вот это вот разрыв расстояния, он сказывается. Вот. А сказать... Самое сложное, вы знаете, что больше всего, вот я скажу, что больше всего хочется по возвращению на Землю, и вы поймете, что такое самое сложное. Потому что невесомость – это потрясающее чувство, но оно же и сложное. Когда возвращаешься на Землю, хочется выпить чай или кофе из обычной чашечки, поставить эту чашечку на стол, и чтобы она никуда не улетала. Поэтому самое сложное в космосе – это невесомость. Она же – это самое удивительное ощущение, когда ты позволяешь своему телу делать что угодно. А как часто связываетесь и как с родными в полете? Вы знаете, вот на сегодняшний день технологии таковы, что, в принципе, в любое время я могу, практически в любое время, когда у нас есть связь, я могу позвонить в любую точку на любой номер телефона. Поэтому мы часто это пользуемся, и вот звонки из космоса своим семьям, это e-mail, разговор, ну, это аналог скайпа, например, вот. Это практикуется. Самое удивительное и самое счастливое для нас, мы можем позвонить кому угодно, нам нет. Удобно. Да. Лет 10 назад власти республики всерьез задумались над тем, чтобы появился якутянин-космонавт. Даже проводили отбор, который, к сожалению, не увенчался успехом. Как вы думаете, есть ли все еще шанс увидеть нашего земляка-космонавта? Я думаю, что есть и есть большие. Вопрос, опять же, дети должны мечтать. Взрослые им в этом помогать, и когда-нибудь рано или поздно все зависит опять же от вашего желания. Мы уже выяснили, что до 60 можно спокойно лететь в космос, да, поэтому если есть желание, если оно крепкое, сильное, я думаю, будет. Поэтому успехов вам в продолжении вашей мечты. А что вот вы пожелаете? Вот, например, ребенок захотел, что ему дальше делать? Не то чтобы... Во-первых, понимаете, ведь не обязательно быть космонавтом. Главное в нашей жизни это состояться как личность и быть нормальным человеком, хорошим человеком. Поэтому доктор ты, космонавт ты, рабочий ты, колхозник ли ты, или какая другая у тебя любая профессия, достиг
достигни вершин в этой профессии. Поэтому детям бы я всегда желал одного – не бояться ставить перед собой высокие цели и помнить о том, что их судьба в их руках. И вот с чего начать? Он точно... Если он хочет быть космонавтом, пускай начнет с мечты. Чтобы он понимал, что он хочет быть космонавтом, что он никогда не будет первым, потому что Юрий Алексеевич Гагарин был первым, что он не совершит первого выхода в космос, потому что это будет Алексей Архипович Леонов, что в этой профессии он должен найти что-то такое, чтобы он состоялся как он. Вот это самое главное. От мечты к действию дальше, к сожалению, это достаточно сложный путь, потому что нужно получить высшее образование, нужно отработать на предприятиях ракетно-космической отрасли 3 года, либо стать военным летчиком, то же самое 3 года, и только потом он имеет право только подать заявление. А после заявления это медицинский отбор, это профессиональный отбор, 2 года учения общекосмической подготовки, обучение в группах. Космонавт – это вечный студент. Некоторые подсчитали, что до момента старта только по космическим дисциплинам мы сдаем около 100 экзаменов. Вот если он готов ко всему этому, он понимает, что это долг, а еще путь ожидания своего часа. У некоторых это длится больше 10 лет, 12 лет, 15 лет. Так что вот это сложная профессия. Наберется терпения, ожидания, и все будет нормально. Вы увлекаетесь фотографией. Где можно увидеть ваши работы, и вы их в социальных сетях выкладываете? Ну, вы знаете, когда ты посмотришь на Землю сверху, Юрий Алексеевич Гагарин еще сказал, насколько она прекрасна, удивительна, и давайте ее беречь, то волей-неволей ты захочешь свои впечатления зафиксировать и передать другим. Поэтому вот это чувство меня охватило еще в первом полете, и я попробовал через фотографии донести людям все то, что мы ощущаем наверху. Выкладываю ли я в социальные... Я не человек социальных сетей, нравится это кому-то или не нравится, потому что я считаю, есть плюсы и минусы. Плюс – это огромная аудитория, когда общаешься, а минус в том, что когда человек общается, очень много, к сожалению, есть в социальных сетях, когда человек высказывает свои мысли и за это не отвечает. И мысли самые разные, в том числе радикальные. Это мне не нравится. Человек должен быть ответственен за свои высказывания, за свои поступки. Вот. А потом, может быть, еще и в силу того, что мы несколько из другой. Я больше люблю общаться с глазу на глаз, поэтому вот общение на выставках, я их часто устраиваю, и ребята мне в этом помогают, мои друзья, с детьми. Но это не значит, что вы не можете найти фотографии в сетях или в интернете. Их там много, их там хорошо. Но, может быть, меня все-таки не то, что уговорят, я уже созрел к тому, чтобы вести свой блог, опять продолжать общение через соцсети. А есть ли у вас снимки Якутии или, может быть, места какие-то любимые? Южная часть Якутии есть, безусловно, потому что, к сожалению, у нас Международная космическая станция, орбита ее такова, что мы захватываем только 7-8% территории России. Север нам не подвластен, только под большим углом, хотя вот тот же Павел Виноградов, о котором мы говорили, остров Святого Лаврентия ловил, и свой любимый Магадан, где он часто бывает. Вот. Для меня это разные места. Камчатка с ее удивительными розовыми рассветами, значит, озеро Байкал, сами понимаете, это одно из сокровищ нашего государства. Черное море, где я родился, если брать Волгу реку, любую речку, Саяно-Шушенская ГЭС, особенно после 2010 года, когда там случилась вот эта вот авария грандиозная, а она до сих пор стоит как титан. Если брать зарубежные, то любые вечный город Рим, как прилетая над Римом, мне сфотографировать Рим, а Париж, чтобы подарить его всем влюбленным, и до сих пор он такой вот ореол вокруг этого города. Вообще горы, если брать, Анды ли это, Кавказ ли это, Кордильеры ли это, Гималаи ли это, вот попробуйте поймать, например, Эверест, он часто бывает в облачность. На самом деле, вот представьте себе, что перед вашими глазами самый большой глобус Земли, то есть сама планета Земля. Безусловно, и она вот подставляет тебе все свои красивые места. Очень хочется это зафиксировать. А Якутия как выглядит из космоса?
любое, вот вы поймите, любой, опять же, когда вы находитесь в замкнутом пространстве, вокруг тебя пластик, вокруг тебя металл, вокруг тебя стекло, и как бы и выглядывая в иллюминатор, ты видишь эту красоту. Вот, многие говорят, ну что в пустыне, например, в пустыне Сахары, ничего там нет. Все красиво, уверяю вас. А Якутия с ее замечательными реками, с замечательными лесами, огромными лесами, ну просто потрясающее видение сверху. Вы еще в некоторой степени являетесь нашим коллегой и телевизионщиком. Что вам нравится в телевидении? Ну, телевидение нравится, это первое, то, что сегодня это доступно для любого гражданина нашей страны. Побольше быть теплых, душевных передач. Это и соцсетям, и телевидению, так, чтобы я пожелал, но это зависит от нас с вами, от нашей жизни, поменьше бы катастроф, преступлений, вот таких. Вот. Это не говорит о том, что давайте об этом не говорим. Нет, я желаю всем нашим, всему миру вообще поменьше страшных новостей, побольше хороших, добрых, душевных. А что вы думаете об Илоне Маске и его идее полететь на Марс? И как геополитика влияет, на ваш взгляд? Начнем с того, что идея полететь на Марс, это она не Илона Маска. Илон Маск просто один из путей возможных реализаций. На сегодняшний день вы поймите, что реализация полета человека на Марс – это достаточно сложная задача. Те, кто серьезно этим занимаются, они не бросаются такими легкими фразами. Да? И это не говорит о том, что Илон Маск серьезно этим не занимается. У него просто есть своя своеобразная манера общения с публикой. Он еще получает дивиденды от этого, он радуется этому, то, что он может вбрасывать эти мысли. Полет на Марс – это очень серьезная задача. На сегодняшний день ни одна страна в мире в одиночку эту задачу не решит. Мы понимаем, что это международное партнерство. И я бы не хотел, чтобы эта программа полета человека на Марс, она была дорогой в одну сторону, как билет в одну сторону. Мы должны вернуться оттуда, чтобы передать знания нашему человечеству. Вот. Поэтому я бы... Космос не требует рекламы. Космос любит людей, мечтателей и одержимых. И последний вопрос, у нас осталось меньше минуты. Вы часто встречаетесь со школьниками и молодежью. Какой вопрос из них вам запомнился больше и какой вам еще ни разу не задавали на встрече? Ой, ни разу не задавали этот вопрос, наверное, в будущем, поэтому мы о нем узнаем. Я его сам не знаю, поэтому я жду. А вот меня удивила девчонка одна, 12 лет, она меня спросила, знаете, о чем? Вот я вас теперь спрашиваю. Представьте, что вы ничего не знаете, представьте, вы не читали книг, как устроен мир, как все это. Вот, говорит, как вы думаете, вот если бы вы ничего не знали, вот, и вы видите Солнце, Луну, Землю, как вы не рассказали бы об устройстве мира? И я понял, действительно, мы этого не знаем. То есть мы знаем, что из древних о черепахе, Земля лежит на черепахе, о 3 китах, о слонах из разных этих самых, о том, что Солнце вращалось вокруг Земли, только потом человечество. Я так долго-долго думал, и я сравнил это только с яйцом. Причем Солнце – это желток. Федор Николаевич, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи.